Друзья, всем привет. Светлана Хамитова. Если тебя сделаю главным организатором, ты сможешь, да, ведь управлять? Так, кто разбирается? Давайте кого-нибудь. Кто разбирается, кого-нибудь поставим главным организатором. Офисы по всей стране создают лучшие продукты и технологии. Galiba sen Rail. Şimdi balası sine. Yok bedinde. Değil. Bir nese gerek sana bir nese gerek. Да, бука. Başlandı zonluk. Merhaba, bu soruyu verdi.
Давай. Что случилось? Добрый вечер. Похоже, очень много новичков не умеют выключать микрофоны. Уважаемые партнеры, у нас нет организатора. Кто хочет быть организатором? Ты что, сынок? Айдара Замалиева поставлю администратором. Сынок, что, прям так морозит, что ли? Давай еще тебя уксусом обольет. Айдар, ты организатор. Друзья, выключаем лишние звуки и начинаем. Hayırlı kişiler. Здравствуйте. Не готовы ведь? На лыжи готовы bizning. Здесь все готовы. Самое главное, чтобы вот один человек, который сейчас не Так. отключил, этому человеку отключить надо микрофон. Men buldum inteki. Так, давай тауш. Тауштан түсіндіреді біздің кісілернікі. Да. Без микрофона. Мен администратор тут, мен не могу выключать. Ты организатор, ты можешь как раз выключать. Так, все понял, ладно. Так, уважаемые партнеры, посмотрите внимательно свои микрофоны, пожалуйста, ладно? В левом углу у нас есть вот микрофончик, если туда нажать, микрофон отключается. Лишние звуки или мешают спикерам, то все равно нужно собраться с мыслями. И если что-то, то потом уже тяжело собраться. Надеемся очень сильно на ваше понимание, взаимоподдержку. И желательно, кто находится в Zoom, всегда. Так, и меня отключили. Всех подряд выключил. Да, молодец, Булган. Иначе женщинам рот не нәрсе дейлер. Аузын яптырып булмай хатын кыздан башкача. Короче говоря, татарчалатып айтканда. Мы говорим, кто участвует в Zoom, обязательно открыть камеры, чтобы мы видели вас, да, чтобы мы чувствовали вашу энергетику. Кто не может открыть видео, можете идти на YouTube, потому что на YouTube у нас ссылка тоже есть. У нас всегда, что с лидерами, и что с другими партнерами, да, во время зумов, вот есть именно такое условие. Если мы в зуме, значит, должны видеть друг друга. Так, вроде все. Если кто-то будет присоединяться, конечно же, может присоединиться. Добрый вечер всем. Давайте начнем с хорошего настроения. Меня зовут Айгуль Зиангирова, город Казань. От души приветствую вас сегодня в этот теплый осенний вечер. И в первую очередь разрешите всех вас поздравить с окончанием сентября. На этом месте можно громко себе похлопать, дорогие мои. Давайте похлопаем. Так как вы все уже знаете, да, но для кого-то сентябрь, конечно, был каким-то переломным, каким-то тяжелым месяцем, но для кто-то это вообще не почувствовал. Но в любом случае, учитывая, что у нас у каждого есть
семья, были дети, да, какие-то отвлекающие моменты. Кто-то справился со своими эмоциями, кто-то не справился. И тем самым, как бы не было, сегодня, 2 числа, все наши партнеры получили свои долгожданные чеки, которые они заработали халяль трудом. Я всех вас поздравляю, независимо от того, какой чек пришел в ваш личный кабинет. Нужно понимать, что это ваша работа, всегда нужно себя хвалить и себя с другими особо не сравнивать, просто сравнивать себя с собой, какой бы вы были вчера, и если вы немножечко стали лучше, чем вчера, это уже большой плюс в нашу копилку. Поэтому, если не такой желанный чек, тоже не переживайте. Падения, взлеты в бизнесе бывают. Значит, в этом месяце, в октябре месяце, нужно немножечко будет поднажать и идти вперед. Что хочу сказать. Сейчас у нас в Zoom присутствуют 200-ники, если я не ошибаюсь. Есть и лидеры, да, но есть люди, которые первый раз делали 200 PV, чтобы попасть на это событие. Есть среди вас такие? Поднимите руку, пожалуйста, если есть. Давайте пообщаемся тоже вот таким вот образом. Пускай это будет онлайн. Кто в первый раз в своей жизни сделал 200 PV, покажите мне этого человека. Какой он бывает? Я просто сама уже забыла, каково это, какие ощущения. Так, неужели новичков нет, которые первый раз 200 PV сделали? Так. Вроде в Zoom нет таких, да? Скорее всего, на YouTube зашли. Но 200 PV, мы все знаем, что это, во-первых, знак ключевидности человека, и когда наши наставники заходят в даблайн и начинают открывать именно наши структуры, наши команды, если видно, что человек... Ага. Если человек сделал 200 PV, это означает, во-первых, у человека есть более или менее принятые решения, что он уже нацелен на бизнес, на зарабатывание каких-то доходов, что он первые действия уже предпринял. И, во-вторых, это, конечно, первый около 8 тысяч наш чек. И, в-третьих, как я уже сказала, это означает, что человек начал пользоваться продуктом, и, соответственно, у этого человека есть уже свои 2-3 клиента. И что значит 200 PV еще? Если вы в этом месяце, то есть в прошлом месяце сделали 200 PV, это означает, вы можете удвоить этот результат, потому что у нас идет система дублицирования по всей системе. Если 200, минимум на 400 PV личный объем, это уже можно сделать в этом месяце. Если включительно начать работать, именно включиться в первых числах месяца. Сейчас у нас, как раз знаете, да, с 1 по 5 число у нас время купеческого закона. То есть если мы стартуем 1 числа, скорее всего, к концу месяца у нас будет большой личный объем. И если человек в начале месяца тормозит и говорит себе, я же закрыла сентябрь, мне еще нужно отдохнуть, а почему вот так без выходных я не смогу, и расслабиться, и 15 или 20 числа сделает активацию, не дай Аллах, да, там уже закрыть какую-то определенную квалификацию или подключить людей к бизнесу не будет возможным делом. Поэтому наша сейчас работа в первую очередь стартовать в октябре наилучшим образом и с наилучшим результатом. Так как я уже сказала, мы все являемся наставниками своих команд, и у нас идет вот эта система дублицирования. Вообще, если смотреть по системе, у нас в НЛ вот целый год делится на 2 полугодия. Первое полугодие – это у нас от Нового года до дня рождения компании, первое полугодие идет, да, и после дня рождения до следующего Нового года у нас идет второе полугодие. Вы уже знаете, что октябрь месяц – это как раз-таки вот открывающий последние 3 месяца самый ответственный месяц. Если в этом месяце профукать свою квалификацию и вообще ничего не делать, да, но вряд ли к Новому году у нас будут хорошие чеки. Поэтому мы с лидерами сейчас настоятельно рекомендуем прислушаться к нашим словам и начать работать по системе. В первую очередь, каждый 200-ник, как я уже сказала, да, должен быть потенциальным 100% потребителем своего продукта. Так как я сама всегда везде с гордостью говорю, что я лицо компании, в первую очередь посмотрите свое личное потребление, ладно? То есть, если вы сами не потребляете продукт, рекомендовать что-то
всегда тяжело, и люди этому человеку, конечно же, не верят. Если вы лицо компании, если вы лицо нашего продукта, соответственно, наш продукт легко рекомендовать, и его будут покупать. И вы сможете создавать этому продукту спрос. Но в первую очередь нужно понимать, людей не обмануть. Если к компании, к нашему магазину NL Store потребительское отношение, то есть вы сами не пользуетесь, но продаете и хотите делать деньги, да, это не получится. Может быть, несколько раз попробуйте, получится, потом все равно это уже гиблое дело будет. Поэтому над своим личным потреблением каждый раз нужно работать. Мы сами лично всей семьей всегда потребляем минимум 200 PV. И когда я делаю активацию 70 PV, я не жду, когда заказы появятся у клиентов, или кто-то мне позвонит, спросит, там, драйнифект, биодрон, неважно, да. Я составляю список, иду в магазин и делаю купеческий закон. Многие из нашей команды уже вчера сделали купеческий закон. Я сегодня вот сама сходила в Корсунь, лично в магазине приобрела 85 PV, и там ничего сверхъестественного нет, конечно же, да. Это один драйный эффект, один коктейль, гель для стирки, гель для мытья посуды и шикарную вот тройку, так скажем, новинок, серию Биом я взяла для себя в качестве подарка, так как все крема у меня закончились было. И все, 70 PV выполнено. То есть ждать кого-то не нужно. И мы все знаем, что в каждой системе есть свои правила, да. Допустим, когда подоходный налог удерживают, мы не спорим, воспринимаем мы это как закон. И в НЛ у нас тоже есть свои законы. Это в первую очередь вот активация контракта. Если мы принимаем правила игры, то вот эти правила будут откликаться в наших действиях и в наших чеках, ну, как приличные такие циферки в виде каких-то сумм, да, которые вот мы каждого 2 числа получаем. Как я уже сказала, самое ответственное время – октябрь. Почему? Октябрь, ноябрь, декабрь – это идет у нас последняя декада года. То есть каждые 3 месяца у нас от определенных квалификаций идет ежеквартальное начисление премий. Если у человека есть принятые решения зайти именно на премиальную часть, то есть в октябре это уже нужно сделать. И нужно понимать, по всей компании у нас в начале года, если я не ошибаюсь, да, было объявлено именно для новичков промо «Быстрый старт». И вот этот промо «Быстрый старт» тоже подходит к концу, включительно декабрь месяц. То есть вот сейчас еще раз нужно, что в социальных сетях, что в своих командах, напомнить новичкам тоже в том числе, да, что это, вот можно сказать, последний шанс попасть на вот этот удачный момент в нашей компании. Октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца, если человек в течение 3 месяцев закрывает квалификацию М3, это означает плюс к основному чеку, ну, минимум там 80-100, человек получает 31 500 рублей только премиальную часть. И нужно понимать, что квалификацию нужно... Так, кто-то еще разговаривает. Нужно понимать, что квалификация сама по себе не закрывается, квалификацию нужно планировать. Если мы с человеком вот договорились, объяснили, да, вот от пункта А до пункта Б, показали, как он может расти, это касается и новых двухсотников, да, каждый новый двухсотник, который сидит сейчас вот в Zoom, может стать в самое ближайшее время в квалификации М3 и закрыть вот этот быстрый старт. И не только это, закрывая вот этот быстрый старт, закрывая квалификацию М3, самую первую, самую хорошую, где уже приятные такие чеки начинают приходить, наши партнеры попадают на форум в декабре месяце. Можете прямо-таки себе записать. 7 декабря – это город Уфа. 15 декабря – это город Казань. От нашей компании будут организованы форумы, где у нас пройдет признание новых квалификаций. Поэтому сейчас нужно запланировать себе, в какой вы квалификации хотите видеть себя, в какой вы квалификации хотите видеть своих партнеров. И вот в течение вот этих 3 месяцев, ну вот прям кровь из носа, как хотите, не знаю, да,
но в любом случае, используя все инструменты, не выдыхая, понимая всей серьезности вот нашей системы и куда вы двигаетесь, да, все эти действия начать предпринимать. Мы все знаем, мы не просто так пришли в нашу компанию. У всех есть какие-то боли. Кому-то не хватает признания, кому-то не хватает денег, кому-то не хватает вот именно нашего окружения. И раз вы уже здесь, да, почему мы тянем время? Если вот дали нам такие инструменты, такие возможности, да, это как раз, два, три. Допустим, любой двухсотник, если в этом месяце сделает 400 PV и плюс к этому если 3 человек зарегистрирует и научит этих людей делать 200 PV, то уже в первом месяце у нас условие быстрого старта выполнено. На второй месяц мы просто увеличиваем свой групповой объем, подписываем дальше, да, и у нас квалификация М2, это ноябрь месяц. И квалификация М3, это уже декабрь месяц, и вы выходите на сцену уже на признание. Вот это признание самое такое, знаете, мы всегда говорим, мы работаем по пунктам 6, точнее, по 6 пунктам каждый день. У нас есть, конечно, подпункт, что нельзя пропускать события. Но вот на признание на событиях нужно работать, не только события пропускать. Так как, когда приходишь на события, кто уже признавался, понимают, да, люди начинают выходить на сцену, ты видишь, что ты эти действия, если бы предпринимал сам, ты бы мог оказаться на месте этих людей, и, соответственно, дальше полгода нужно все это наращивать, и время вот это потерянное не вернуть. Поэтому сейчас нужно обязательно связаться с вашим наставником, с которым вы работаете, да, и составить план, договориться с каждым человеком, как он видит себя в ближайшие 3 месяца, и пошагово начать действовать. И, как я уже сказала, про личное потребление, каждый двухсотник, который вот здесь сидит, кто первый раз только сделал 200 PV, я настоятельно рекомендую составить вам кейс. Кейс, как вы сделали 200 PV. Не просто так, да, ну вот 2 биадрона этому продала, 3 коктейля я себе взяла, потом, ну дальше уж не помню. Не вот так, а именно 200, первые 200 PV, как вы сделали. То есть вот чертите, да, Гульзира вот передо мной сидит. Гульзира, я Гульзира. Подписала одного человека, он сделал 70 TV активацию, и этот человек пришел на проект. Дальше у меня появился клиент, это моя соседка, она взяла биодрон и биотюнинг, это вот столько-то PV. Если вы вот так начертите, и вот эта схема будет перед вашими глазами, вы сможете объяснить человеку, который пришел к вам, как заработать эти 8000. То есть сказать, вот смотри, Лениза, я вот продала вот это вот этому, вот это вот этому, вот это вот этому. У тебя есть такие люди, чтобы повторить вот эту систему? Ну, конечно, Лениза скажет, у нее же тоже есть соседка, у нее тоже в окружении есть люди, которые хотят похудеть, у нее есть люди, которые хотят прийти в коллагеновый санаторий, и тем самым этот человек уже дублицируя у вас учится делать 200 PV. То есть вы этому человеку уже показали путь. Но если не зафиксировали вот этот бизнесовый кейс, вы не сможете объяснить этому человеку, как сделать первые 200 PV. Поэтому ваш кейс бизнесовый по 200 PV обязательно напишите себе. Это вот как задачу себе возьмите. И кто сделал еще первый раз 200 PV, у вас должен быть кейс по продукту. То есть вы уже определенное количество продуктов попробовали, вы поняли, работает, нет, как это все действует на организм, да, и вот этот результат зафиксировать. Допустим, я сама 200 PV уже в течение скольких лет делаю, да, у меня личный объем, да, 1000 PV сейчас доходит. Понимаю, может показаться, 1000 PV это много, ой, я не знаю, как это я сделаю и так далее, да. Честно признаюсь, я такой же человек, как и вы. Приходя в бизнес, когда мне сказали сделать 200 PV, чтобы попасть в закрытое обучение, я почти умерла, можно сказать. Ой, Аллах Тааля, как это сложно, как это сложно. Потом я пришла в Корсун, и мне показали взрослых теть, которые, оказывается, делают личный объем 1000 PV. Я такая прям, помню, подошла и пощупала их. Я говорю, вы настоящие, как вы это делаете? Я говорю, какие вы монстры.
Но оказывается, само собой, дублицируя вот эту систему, изучая продукт и сама пользуясь продуктом, ты все увереннее себя начинаешь чувствовать, и это само собой окружению тоже передается. Самое главное, вот уверенность в глазах. А вот эта уверенность приходит через продукт. И когда вы сейчас только вступаете в бизнес, да, и начинаете развиваться, не нужно ставить себя в положение, что вы какой-то доктор медицинских наук, и что вы изучаете весь ассортимент и ищете какие-то подвохи, там, может, вот это не так, может, вот это не так и так далее. Нужно себя ставить в позицию прям крутого, гордого партнера компании NL International. Я вот это 100% могу сказать. До нас эту продукцию 1000 раз проверяли ученые. Компания в течение 23 лет рекомендует этот продукт. Что там еще изучать такого? Ничего там уже изучать не надо. В принципе, все сертификаты есть. Наша задача просто научиться красиво, вкусно, модно рекомендовать наш продукт. А для этого нужно личное потребление, стать лицом компании, чтобы когда люди задают вопрос, не стоять, не зная, как это пьется, как это использовать. Самые первые хотя бы вот эти дозировки, может, что-то из состава обязательно нужно запоминать. И, как я уже сказала, еще раз подытожив свое выступление, запланировать свою квалификацию. Не бойтесь слова квалификация, это делается легко, так как у нас уже вообще в команде, в структуре очень много людей, которые пришли нулевиками и за 3 месяца закрыли быстрый старт с легкостью, получили этот доход. Это означает, если кто-то сделал такой результат, значит, любой человек может повторить. Самое главное – убрать из головы возражения и поставить себя на позицию, как я уже сказала, крутого бизнес-партнера компании NL International. Всегда с гордостью носить вот это звание, да, и никогда не давать обижать вот что компанию, что продукт. Когда мы только будем воспринимать это как свое родное, это будет уже откликаться в нашей душе. И никакое возражение, никакое тяжелое возражение нас уже слить не сможет. Подытожив, то мы еще раз отмечаем, 200 PV – это начало нашего бизнеса, молодцы, это круто. Значит, дальше увеличиваем личный объем. Также мы подписываем людей, чтобы дублицировать эту систему и закрыть в первом месяце уже квалификацию М1. Потом в октябре месяце, в ноябре месяце мы закрываем квалификацию М2, и в 3-м месяце мы закрываем квалификацию М3 и выходим на сцену форума. Там от компании вам будут вручаться различного рода, во-первых, признание это грамоты, цветы и от определенных квалификаций браслеты. Это очень ценно, я всегда говорю, я сама сценический, творческий человек, но то, что ты поешь на сцене, выступаешь перед людьми и выходишь на сцену компании, это 2 разные позиции, 2 таких этих неописуемых чувств. Поэтому всем желаю ощутить эти эмоции в самое ближайшее время и надеюсь на встречу с вами. Если есть какие-то вопросы, можете микрофон включить и задать вопросы напрямую. Не только по моей теме, не стесняйтесь. У нас сегодня вот такого плана общение идет. Если есть вопросы, пожалуйста. На любые вопросы ответим. Когда вот никаких вопросов нет, я всегда говорю, или вы все поняли, или вы ничего не поняли. Надеюсь, что первый вариант все-таки преобладает, да. И знаете, вот, когда выстраиваешь схему в голове, вот как закрыть квалификацию М3, это же самая первая ключевая квалификация. Я вообще не продаю квалификацию М1, М2, честное слово. Здравствуйте, а как вы пришли в НЛ? Сейчас коротко расскажу. Сразу нужно целиться на квалификацию М3. Так как вот я когда пришла в бизнес, да, наши наставники прям очень хитро со мной поступили. Они мне показали квалификацию М3. Кстати, это было и правильным действием. Они у меня спросили: Айгуля, ты сколько хочешь заработать в первом месяце? Но я такая подумала,
но если на ногти, на реснички, и помимо этого еще и кредит оплачу, мужу будет приятно хотя бы 1 месяц, у него этот напряга не будет, в принципе, уже хорошо. Представляете, у меня какое такое мышление маленькое, тоже низкое такое мышление было. И представляете, и мне сказали, окей, хорошо, мы с тобой делаем вот это, вот это, вот это, вот это, и закрываем квалификацию М3, у тебя 40 тысяч на руках. И когда я закрыла только квалификацию М3, поняла, что М1, М2 есть, оказывается, до этого. Мне это даже не показали. Но это на самом деле правильно. Если мне нужен был такой доход, почему мне меньше доход должны показать? А как я пришла в НЛ? 3 года Алсу Фазлыева, помню, меня приглашала в бизнес очень тщательно, да, каждый раз чеки показывала, говорила, давай, Гуля, приходи, так как мы параллельно учились в студенческие времена, они, дети из деревни, мы тоже своего рода, да, и они всегда нас поддерживали, ну, и звали вот в бизнес. Я видела, как они строят эту систему, как они получают вот эти Мерседесы. Я говорила, нет, не до этого. Ой, нет, у меня нету времени, я себя в этом не вижу, это не мое. Но самое главное, параллельно за всеми наблюдала. Я знала, какой лидер, какой чек получает, там, что за биодром, биотюнинг, все эти продукты, в принципе, я знала. То есть вот этот прогрев шел, вот эта воронка. Я, получается, же в воронку попала, да, я крутилась в этой воронке 3 года. И когда наступает вот пандемия, закрывают рестораны, закрывают концертные залы, мы остаемся без работы, и я понимаю, что надо какие-то ходы-выходы найти. И тем самым сразу, я уже вспоминаю, что 3 года я потратила, если бы пораньше пришла, у меня сейчас была бы подушка безопасности, в принципе, кәжәләнеп тормаган булсам, да, но время уже прошло, что уж поделаешь, я сама пишу, получается, до этого мне еще Лейла Галиева писала, приглашала тоже свою команду. И я все соглашаюсь сама, прихожу, и 2 ноября, кстати, вот ровно через месяц практически, да, моему контракту будет 3 года. Я очень довольна компанией, я, приходя, знала, что я прихожу нулевиком, я творческая личность, у меня не было никакой предпринимательской жилки, я вообще боялась цифр, потому что, по сути, вообще по школе могу сказать, алгебру, математику я вообще не люблю, как я уже сказала, я филолог по своим мозгам, но даже я, вот не имея никаких навыков, да, все потихонечку, кирпичик за кирпичиком, пазл за пазлом все складывается. То есть любой человек может сделать любой результат. И вы знаете, есть результаты в нашей структуре, в наших командах получше и быстрее, чем я. Я их по именам не буду называть, вы их сами знаете. Кто сделал покруче даже результат, чем у меня. Но я довольна собой, как я уже сказала, я по своему этому иду, по своему пути иду, со своей командой работаю, и этот результат может повторить каждый человек, независимо, какой вы профессии, сколько вам лет, из какого города компания дает все возможности. Поэтому не упускайте свою возможность, не эмоционируйте чересчур, просто воспринимайте правила игры, и чем быстрее вы это поймете, чем быстрее вы к этим правилам придете, тем быстрее будут закрываться квалификации и будут приходить вот эти долгожданные чеки. Я ни разу не думала, что можно вот по квалификации путешествовать в НЛ, честно. Я наблюдала за Фазлыевыми, но я почему-то думала, что они все-таки, но без поддержки компании сами по себе там ездят, чтобы вот это все показать, чтобы людей подписать и так далее. Оказывается, не так. Мы вот 6 ноября вместе с лидерами вылетаем в Марокко, представляете? Я сама в шоке. Я самая простая, обычная деревенская девушка. У моих родителей даже нету высшего образования. Вот как есть, так и говорю, да. Они никогда за границей не были, да. Я в Марокко тоже не была. Это все по-настоящему, я вам скажу. Это не сказки. Поверьте вот в эту сказку, купите вот эту сказку и, соответственно, воплощайте все ваши мечты. Так, а у вас какие были по результатам? У меня по продукту очень много результатов, но хочу сказать, я сама веду проекты правильного питания. Кстати, и советом могу вам сказать, кто еще не ведет свои проекты, срочно научитесь вести проекты. Это будет вас кормить всю жизнь.
Вначале кажется, как я это буду сделать, как я буду там общаться с людьми и так далее, да. Интернет в помощь, НБС университет в помощь, ваши наставники в помощь. И тем более в начале каждого месяца в каждой структуре, в каждой команде начинаются вот эти проекты «Правильное питание». Нужно связаться просто со своим наставником и сказать: введи меня в проект питания, я хочу научиться вести этот проект. Кстати говоря, скорее всего, мой успех в том, что я вот сама, когда пришла, мне вот просто намекнули, что есть вот правильное питание. И мне сказали: введи своих людей ну, в проект какой-то звезды в то время, да. И знаете, я что сказала? Я говорю: я никуда своих людей вводить не буду, я сама буду вести этот проект. А как ты будешь, спрашивают у меня. Как-нибудь буду вести, вы мне, говорю, вот этого человека, наоборот, в мою группу добавьте, пускай этот человек меня курирует, а в основном я сама все буду делать. И вот на самом деле в этот проект пришли 2 человека, мы проработали месяц с этими людьми, они получили результат, у меня появилась вот эта уверенность, что это я могу сделать, и тем самым наращивался и личный объем, и групповой оборот в том числе. Сейчас я этому обучила уже своих лидеров в команде, они тоже ведут свои проекты. Поэтому это вот реальный ваш инструмент. По весу я результат показать не могла, так как я сама по себе, все люди думают, что я худая всю жизнь, да, но опять-таки это работа над собой, это правильное питание, это здоровый образ жизни, нужно понимать. Но у меня были вот постоянные высыпания на лице, пигментные пятна и очень такой серый неприятный цвет лица, как я скажу, да, сценическому человеку было неприятно, потому что мы постоянно снимались, и я не знала, как с этим бороться. А причина была в том, что я 1 раз в 3 дня ходила в туалет по-большому. Вы представляете? У меня были постоянные запоры, но я не понимала, как это отражается на моем организме. Оказывается, когда у человека запор, вот эта кожа, как выделительная система, начинает работать, и все вот эти какашки, которые есть внутри, которые не вышли, начинают выходить наружу. Интоксикация начинает проходить через кожные покровы, оказывается. И за 1 раз, конечно же, это не прошло. Я понимала, что у меня сколько лет уже вот эта проблема, и с одним детоксом, одним курсом чего-то я это не победить не смогу, но я опять-таки купила задачу. Все-таки я сделаю на этом результат. И получается, в течение года 2 раза в год я прошла детокс-очищение, полное детокс-очищение, после антипаразитарную чистку, на постоянном употреблении пила витамин D3. D3 у нас профилактическая доза 2000 условных единиц. Это мы должны пить беспрерывно, независимо ни от чего. Это закон, я вам скажу, да. Омега-3, жирная кислота, тоже у нас суточная такая профилактическая доза идет, 3 месяца пьем. Магний безостановочно за час до сна. И, соответственно, добавляла витамин С, цинк. 3 месяца пью, 3 месяца отдыхаю и еще раз возобновляю. Коллаген практически на постоянной основе. И вот тем самым мое лицо перед вами. У меня сегодня, я вот даже волосы помыла, да, в душ сходила, у меня на лице вообще ни капли макияжа, даже тоналки нет, вот сейчас хочу сказать. А раньше у меня вот эти прыщики, они сочились, это вообще неприятно, но я это победила. И периодически обновляю результат по весу тоже. Я же тоже человек, если какие-то эти начинаются, так скажем, переедание, у меня все равно плюс 5-6 килограмм тоже бывает, и я сразу показываю результат. То есть я вот начинаю этот вес свой первоначально показываю, замеры показываю, и сразу детокс, драйный эффект начинаю употреблять, и через 3 дня минус у меня всегда 4-5 килограммов. И я это всегда показываю фотографиями до и после. То есть все знают, все ждут, как вот в фильме смотрят, да, какая же развязка будет, и Айгуль всегда худеет. То есть это означает, что продукт всегда работает, если правильно им пользоваться. Поэтому станьте стопроцентным потребителем нашего продукта, кайфуйте от процесса, дайте себе время, Москва не сразу строилась, да, это определенная наша профессия, и рано или поздно все равно вы увидите себя на сцене. Главное – терпение. Вадим, тихо. Все. От меня все. Если будут вопросы в чат, еще раз пишите, потом, если что, ответим. И вот как раз-таки, чтобы мы быстрее закрыли первую квалификацию М3, сейчас компания
ну, она всегда нас балует, что акциями, что клиентскими днями, да, но еще и промо придумали именно на октябрь месяц. Чтобы усилить вас, чтобы усилить нас в квалификации, компания объявила промо. И вот про это промо сейчас расскажет лидер нашей структуры, обладательница гранта на мечту $1 000 000 в квалификации топ Луиза Замалиева. Поприветствуйте, пожалуйста, бурными аплодисментами. Спасибо, Игуль. Добрый вечер, наши дорогие партнеры. Меня зовут Луиза Замалиева. Я партнер компании NL International, и работаем мы вместе с моим мужем Айдаром Замалиевым. Строим бизнес со своими партнерами. Знаете, вот сегодня компания объявила очень крутую новость. Я прямо белой завистью завидовала всем новичкам и, конечно же, себе, потому что понятно, что периодически, как Айгуль уже сказала, компания нас балует такими акциями, шикарными промо, но вот на этот раз это, во-первых, так легко, и каждому доступно. Если кто-то сомневался, что он может закрыть звезду, несколько звезд в течение определенных месяцев, да, а вот именно сделать 100 баллов, это каждый может, это каждому по силе. Поэтому я надеюсь, что вы уже у всех в группах, в чатах, в телеграм-канале компании прочитали про эту новость, да? Но все-таки я хочу расшифровать, потому что, как правило, люди обращают внимание, в чем-то сомневаются, не до конца читают, недопонимают. Просто вот именно сейчас я хочу объяснить, что это такое. Во-первых, именно в этом промо могут участвовать все менеджеры, независимо от их квалификации. Здесь участвуют и старички, у которых был контракт заключен до 1 октября, и новички, которые уже именно регистрируются именно сейчас в течение с 1 по 31 октября. Если вы уже не новичок, от вас требуется сделать минимум 100 баллов личного объема. Это минимум для участия в промо. Но мы все знаем, естественно, на 100 баллов, со 100 баллами мы даже не работаем, на 100 баллов не просто себе что-то купить, да, продать уж точно невозможно. Естественно, наш личный объем – это база, это фундамент бизнеса, это 200 баллов. Для себя мы делаем 200 минимум. И я надеюсь, что до 5 числа у всех контракты будут активированы. В чате уже все показывают, кто активировал контракты, да. Если до этого всегда мы говорили, активация контракта минимум 70 баллов в начале месяца, сделать купеческий закон и притягивать все остальные личные покупки, личные объемы. А сейчас уже давайте в этом месяце для себя сделаем такой купеческий закон. До 5 числа у всех должно быть минимум 100 баллов личного объема для того, чтобы именно в этом месяце участвовать именно в этом шикарном промо. Ладно, 100 баллов мы сделали, нашли в своем личном кабинете эту кнопку и нажали туда. Я в деле, называется, да, надо искать, найти и нажать, чтобы участвовать. И давайте уже начинаем зарегистрировать новичков. За каждого новичка, который регистрируется в октябре и делает 100 баллов личного объема, вы также получаете 1 билет для участия в розыгрыше. Как много будет ваших новичков 100-бальников, столько же будет ваших билетов, столько же будет ваших шансов участия в розыгрыше. В розыгрыше будут от 3000 рублей до 100 000 рублей денежных призов. Еще там кое-что. Просто надо внимательно посмотреть этот ролик, прочитать именно в новостях эту новость,
но там еще, если вы нажимаете, там плюс еще выходят ответы на самые распространенные вопросы. Потому что этих вопросов очень много, надо на каждую кнопку нажать и именно изучить вот все это. Например, сейчас я открою. Так, минуточку. Кто участвует в промо? В промо участвуют все действующие партнеры всех стран и также новички, которые зарегистрировались с 1 по 31 октября. Самый важный вопрос для новичков. Участвует ли стартовый набор? Да, стартовый набор учитывается. Это вообще очень классно, так как новичок регистрируется и покупает любой стартовый набор. Стартовый набор у нас стоит 5700 рублей и сразу дают 70 баллов. Плюс еще покупает 30 баллов. Вот тебе 100 баллов. Я всем рекомендую, как только вы зарегистрировали новичка, чтобы новичок сразу же сделал 100 баллов, можно со стартовым набором. Это недорого, это можно, если человек пришел здесь зарабатывать деньги, это могут все. Плюс у него уже гарантированный билет для участия в розыгрыше. А потом этот же новичок может в течение месяца сам зарегистрировать своих друзей, родственников, своих вообще вот кого он приглашает, да, и тем самым столько новичков он зарегистрирует и помогает им активировать контракт от 100 баллов личного объема, тем столько же будет у него билетов участия в розыгрыше. Вот представляете, вот просто сейчас, да, после зума возьмите бумажку, напишите туда список людей, кого вы будете приглашать вместе с вами построить бизнес и кого вы хотите сделать счастливым. Представляете, вот вы зарегистрировали кого-то, этот человек получает 100 тысяч, или вы сами получаете. Это очень круто. Наша команда Фазлыевых очень везучая. Какие только промо не объявляет компания, мы участвуем во всех, и всегда самые главные призы у нас. Если вы уже давно, вы помните, да, у нас был партнер, который получил от компании 300 тысяч рублей главный приз. У нас были очень много, которые получили iPhone от компании. Даже элементарно в последние месяцы наша параллельная структура Алина Хисматова дважды получила денежные призы. От нашей команды в течение года очень много партнеров от компании получили минимум от 30 до 100 тысяч рублей, и их не по одному, не два, не три партнера, их очень много. И каждый достоин таких призов. Надо только, во-первых, в это поверить, потом сделать. И еще вот, пожалуйста, Диана, во-первых, Диана написала, что дважды получила от компании 50 тысяч рублей. Она не только дважды получила, да, она, во-первых, сама одна из первых выполнила условия «Быстрый старт». Она получила от компании премию за быстрый старт. Потом она участвовала в весенних промах и получила по 50 тысяч рублей. Знаете, как это круто? Вот сейчас... Вот я сижу, да, просто сама мечтаю. Вот новичок. Новичок пришел в октябре, или даже пусть в сентябре зарегистрировался человек, да, а в октябре с помощью этого промо он закрывает по программе «Быстрый старт» квалификацию М3. За то, что он сделал квалификацию М3, получает гарантированную премию от компании 31 500 рублей. Плюс еще выигрывает главный приз 100 тысяч рублей, да? Плюс получает вознаграждение для квалификации М3. Вообще прямо действительно можно завидовать белой завистью. И на этом месте может быть каждый из вас, представляете? Вот Айгуль Зиянгирова рассказала, что она
пришла, и ей сразу же показали квалификацию М3. Она в первый же месяц закрыла квалификацию М3. Мы то же самое. Мы с Айдаром пришли в компанию в апреле 2020 года, во время пандемии, когда работали только в онлайн-формате, не было личных встреч, работали только по Zoom, по видеосвязи. И представляете, вот мы в первый же месяц за 20 дней закрыли квалификацию М3. Но, к сожалению, такого промо тогда не было. Вот было бы, мы были вообще богачами, да? Тогда еще за квалификацию М3, чуть-чуть маркетинг был другой, мы получили вознаграждение 45 тысяч. Мы на это были очень рады, представляете? А сейчас у вас очень много возможностей. Просто надо внедриться, с наставником посидеть, посмотреть, посчитать, прямо написать список, кого вы будете приглашать, посчитать свой групповой объем и все сделать и получить от компании все возможные деньги, которые они здесь есть. Это все для вас, это все для нас. Всем желаем успехов и, конечно же, участвовать и выигрывать. Но самое главное, вы уже все молодцы. Тем самым, что вы подписали контракт и начали работать, и сделали, даже если первые свои 200 баллов, вы получили эту возможность от компании, которая, если вы будете работать здесь, которая будет всегда вам приносить доход, прибыль, финансовую свободу и, конечно же, самую лучшую, прекрасную жизнь на свете. Благодарю всех. И сейчас хочу предоставить слово Милёше Сафиной, топ-партнер первой степени компании NL International. Очень интересные результаты у Милёши. Милёша, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Да, у нас очень интересные результаты. Вообще очень мне нравится наша работа. Действительно, я от него... Знаете, в жизни она вообще другая стала с тех пор, как я в НЛ пришла. Вот честно, я даже думаю, вот как у меня вообще раньше день проходил до прихода в НЛ? Как-то скучно, наверное, даже было. Понятно, все завертелось, появилось там постоянно вот это вот какие-то мыслительные процессы, что-то делать, там, может быть, даже тревожность местами, да. Чувствуете тревожность, да, то, что как будто бы вы пришли, и на вас уже такая ответственность, надо сейчас делать результат, ну, как будто бы боитесь даже подвести кого-то, да, наставника подвести. Еще такие партнеры есть, которые вот такие, боюсь вас подвести, меня пишут, да. На самом-то деле хочется сказать то, что мы сюда пришли абсолютно все в здравом уме, все в адекватном таком уже осознанном возрасте, имея там 2-3 детей, уже побывавшие 2-3 раза замужем, может быть, да, с высшими образованиями. То есть у всех своя история, мы все сюда пришли уже в какой-то момент жизни, когда реально надо было сюда прийти. Хотя многих, наверное, звали и до. Меня тоже раньше звали, Алсу Фазлыева звала. Ой, Алсу, Юг, вообще, ну, как бы, я ей даже Юг не говорила, я просто чук-чук-чук тихонечко убегала, да, так, то есть вообще, ну, не обращала внимания на это. Хотя я знала, что зарабатывает там НЛ, о, молодцы, то есть никогда такого отношения негативного у меня не было. Но меня, я думала, это не касается. Вот. Уже потом в один момент, когда в жизни уже, не знаю, что-то вот стукнуло по голове, интуиции, что-то подсказало, что давай-ка, Миль, попробуем. Вот же люди работают. Даже не попробую, а вот я захотела реально разобраться. Я даже Алсу Фазлыевой так написала, мы там, Алсу, хочу научиться у вас зарабатывать, ну, хочу в твою команду, хочу здесь начать зарабатывать. Что делать? Все, вот с таким настроем я пришла, я вообще продукт не знала, ничего не знала. И то есть ну, то есть я пришла уже, будучи 3-м ребенком беременной, да, забеременела. Среднему ребенку был всего годик, тоже маленький. Еще у меня дочка там, ну, многие знают, да, с особенностями развития, с ДЦП, да, старшая дочка. То есть у меня уже жизнь, она, в принципе, такая уже была непростая. И в этот момент в моей жизни появляется... вот, и в этот момент в моей жизни появляется НЛ. Ну вот, 3 года прошло, я 3 года живу в НЛе, лавашка результаты, ну, есть. Вот почему вот я скидываю, мне долбится, я скидываю, мне долбится.
Что я хотела сказать? Вот за 3 года как бы результаты, они есть. Они есть не потому, что я там сижу, молюсь, сижу, прошу, вот дай мне, Аллах Та'алям, шундай результат, дай мне там доход такой, 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 дай мне закрыть эту квалификацию. Нет, на самом-то деле все вот здесь просто четко, я знаю, какую квалификацию хочу, я знаю, какие деньги я хочу, я знаю, зачем мне эти деньги нужны. И то есть я в себе вот эти амбиции пробуждаю сама. Не кто-то за меня делает. Да, вначале наставник мне подсказывал, технические моменты, да, она мне внедрила то, что в НЛ денег много, то есть просто нужно разобраться туда-сюда. Вам тоже то же самое сказали, по-любому. И сейчас, конечно, многое зависит, 80% зависит от вас. Наставник вас подписал, наставник вам этот путь показал, наставник вас научил делать 200 PV, но сейчас ответственность я вам рекомендую взять на себя, как взрослые люди. Нас же никто не учит наших детей воспитывать, да, как отстроить отношения с мужем. Никто не учит. Мы сами умные очень, мы вообще не любим советы. И давайте вот в НЛ я вам тоже рекомендую взять вот эту ответственность на себя, как за своего ребеночка, да, очередного. И с таким настроем у вас все получится. Я хотела вот на какую тему сегодня обратить внимание, заострить внимание. Это тема наших клиентских дней. Завтра у нас в Казани, да, вот кто в ближайшие районы живет, кто в Казани живет особенно, я вам всем рекомендую прийти на наше событие, которое пройдет в Корсуне в 6 вечера. Эта встреча будет с Лилией Хуснуддиновой, это у нас одна из крутых косметологов в Казани, да, то есть человек грамотнейший, человек, который знает наш продукт в том числе, человек, который уже давным-давно тоже человек, который тоже давным-давно уже, ну, как бы в НЛ продукцию знает, то есть экспертность у нее есть, как у специалиста. И завтра как раз-таки она нас приглашает на встречу, будет очень весело, будет наши клиентские дни всегда проходят на уровне, все весело, все энергично, люди стремятся в наши события попадать. Я вам всем рекомендую тоже прийти. Обязательно приходите, запланируйте, приходите с подружками. Это опять-таки вам возможность с человеком сделать касание. Вот Диану, да, вот своего лидера Тагирову я на клиентский день тоже притащила в Лябете. Вот, мне звонят. И таким образом Диана, уже увидев вот эту нашу движуху, она уже осталась в бизнесе. Что же еще хочу сказать? В общем, каждый месяц компания организовывает такие клиентские дни. Каждый месяц. Раньше такого не было. Вот последний год компания, вот последний вот месяц, компания его организовывает, дает нам тематику конкретную, да, то есть мы не сидим, не гадаем, на какой продукт в этом месяце сделать клиентский день. То есть компания, маркетологи компании очень грамотные, они все просчитывают, на какой продукт сейчас нужно делать упор. Сейчас, конечно, вот последний раз был про биодрон, так как сейчас действительно это самый топовый, самый продаваемый продукт, не только биодрон, там лактофера, метабиотик, витамин С, это все у нас для микробиома организма, для иммунитета, для здорового кишечника. То есть эти продукты, конечно же, у нас сейчас в топе продаж. Вот завтра будет клиентский день как раз-таки по косметике. Какая-то синкелямулом? Баргашок кабар, вот так вот, дети не ждут, детям в туалет надо. Вот. В общем, такой совет вам: всегда попадать на наши клиентские дни, всегда стремиться приходить не отменим. Айгуль, если ты здесь, возьми, пожалуйста, слово, я чуть быстренько ребенка в туалет свожу. Очень надо, очень надо. Конечно, конечно. Как вы видите, у каждого человека есть вот эта другая сторона медали. Когда люди начинают говорить, что вот Алсу, Азат, Фазлым, им хорошо, что уж там, у них аудитория большая, вот они подписывают, они заплатили свою цену задолго до прихода в НЛ. То есть это бессонные ночи на 4 колесах. Они мотаются из деревни в деревню, из районного центра в районный центр. Поверьте, это очень тяжелый труд. И вот это все не достается вот простым обычным действием, да. Не каждый человек может на это пойти. То есть у каждого человека есть собака, есть кошка, есть дом, есть муж, есть 3 детей, там минимум, да, исходя из себя могу сказать. То есть это все присутствует. Быт, он всегда будет. Просто нужно понимать, для развития в НЛ определенного времени ни у кого не будет. Это все будет происходить в рамках нашей жизни. Самое главное – создать себе режим каждый день. Я не говорю, что вот по 6 часов, целыми днями сидеть за телефоном, да,
хотя бы выделить себе 2 часа времени, договориться с семьей. Это, кстати, тоже самый такой ответственный момент. Сказать, сейчас вот мне нужно вот это, вот это, вот это сделать, потом у нас будет вот это, вот это. Дети это понимают. С детьми тоже, как со взрослыми, нужно проговорить, поговорить про эти моменты. И, само собой, все начнет получаться методом маленьких шагов. Поэтому, подытожив наш Zoom, давайте еще раз. И сейчас они продолжают, да, все продолжают творчество, это параллельно все идет, но мы, как творческие люди, опять-таки понимаем, я не знаю, как вы смотрите вперед, да, я вот старший ребенок в семье, мои родители всегда воспитывали вот таким образом, немножко смотрю с запасом вперед. Через 10 лет смогу ли я ходить на каблуках и веселить гостей, веселить народ? Да ну вряд ли, под 50 лет кому охота вот ходить, гастролировать. А жить-то надо, дети еще в то время только начинают в жизнь выходить, да, им нужна будет поддержка. Я же не смогу сказать, что балакаем, я свое отплясала, уж дальше как-нибудь сами, сейчас еще и меня кормить надо вам, не дай Аллах. Поэтому об этом нужно задуматься сейчас. И учитывая, что компания дает всем одинаковые возможности, компания одна, продукт один, система единая. То есть от того, как мы относимся к системе и какие действия будем принимать, такие будут результаты. Айгуль, я добавлю чуть-чуть, вот чуть-чуть прям про свою тему, да, как раз-таки вот договариваться там с семьей, с мужем, с детьми. У меня еще дети вообще маленькие, то есть с ними договаривайся, не договаривайся, Аллаха вообще по барабану, что у тебя там НЛ, не НЛ. Но тем не менее, знаете, вот эти детишки, которые вот вообще 3 детей, которые от меня зависят полностью, и знаете, я для них, как Дмитрий Хохлов на одной встрече мне сказал, вот у тебя есть волчата за тобой, которые вот идут за тобой, они ориентируются только на тебя. И то есть у меня, по сути, уже нету права сдаваться, не знаю, дать слабину, сидеть, жаловаться или оттягивать время, да, ой, когда-нибудь мне повезет, ой, когда-нибудь я начну зарабатывать, ой, когда-нибудь ко мне придет ключевой человек, ой, когда-нибудь, и сидеть вот так в ожидании. Вообще нету такой роскоши, такой возможности. Поэтому дети, они мои как раз-таки вот эти сильные мотиваторы, да, дети маленькие. И я всегда буду мамой, я всегда буду женой, да, я всегда буду дочкой, у меня там пожилая мама уже, да, есть. То есть у меня мотивация сильнейшая. Сейчас у меня уже, по сути, середина, ну, полжизни, можно сказать, даже я уже прожила, да, то есть осталось еще столько же жизни. Нет, я не знаю. И сейчас я живу вот сегодняшним днем. Я не жду чуда, я не жду каких-то новых возможностей. Я пришла в НЛ, я засыпаю, просыпаюсь с мыслями: Аллаха шукр, что я в НЛ пришла. Аллаха шукр, что я тогда себе дала время разобраться, понять продукт, не слушать никого вообще под шум разговоров. Я просто шла вперед. И на сегодняшний день, Аллаха шукр, вот у меня пришел чек 400 тысяч. Вы представляете, 400 тысяч чек? Это за квалификацию топ с премией. Из них 330 тысяч я вывела на карту через ИП. Вот у меня на сегодняшний день на Сбербанке вот такая сумма лежит. Я сейчас просто сижу, чему раскидываю. Там в садик оплачу, ипотеку. Даже когда сейчас Луиза поговорила, я сидела, это все параллельно делала. И потому что это мои обязанности. И знаете, как классно, когда есть такие возможности. Я не сижу, не думаю, у кого занять. Ой, нишлерге, ой, тгсимансы. То есть можно еще что-то позволить себе купить детишкам, да. Кызлар, это чистое наслаждение. И я при всем при этом просто сижу и горжусь собой, то, что я все равно, ну, не сдаюсь. Как мы закрывали месяц, как мы сидели в офисе, это очень, ну, скажу, не смертельно, но есть трудности определенные. Тут борьба с собой, тут договариваться с собой. Вот Луиза, да, все скажут. Вот, не знаю, у меня всегда на закрытии месяца, всегда где-то часиков 4-5 часов, да, в Корсуне мы сидим, у меня появляется мысль: да ну, нафиг это все, пойду-ка я домой к детям, отдохну, кушать приготовлю, чай попью, телек посмотрю. Есть такие мысли, мы тоже живые люди, да, но есть вторая часть, которая говорит: Милюша, если ты сейчас дашься, поверь мне, у тебя 2 числа чек будет на 150 тысяч меньше. То есть каждое действие у нас в НЭЛе очень круто влияет на чек, очень круто. Я знаю то, что если я в этом месяце топ подтвердите, я приближаюсь к миллиону, да, то есть всегда можно договариваться сама с собой. Это самая сложная работа. И вот этот навык закрытия месяца, бороться за квалификацию, бороться за свой результат, он приведет вас, Кызлар, к невероятным результатам, поверьте мне. Но пока вы будете думать:
Ой, наставник, как Кирягин меня 200 PVM. Вот поверьте, никому не нужны ваши 200 PV. Это ваш бизнес, вам нужно просто взяться и начать действовать. Вот деньги тут есть. И ваша семья, знаете, мы не знаем, что будет завтра. Не знаю, муж там будет, завтра не будет мужа, да, мы все сидим, многие за мужем, да, многие же за мужем, и думаем, вот Аллах шукр, шляп турали, Аллах шукр, ахшабыз бар, что-то хватает, но поверьте, мир вообще нестабильный. Вот я за своих детей, я спокойна за завтрашний день. Что бы ни случилось, я знаю, что у меня завтра хоть деньги будут. Может быть, даже чего-то там лишусь, но деньги будут, Аллаха шукр, я знаю, как прокормить своих детей. Вот я даже рассказываю людям, если в этом месяце я работаю, я знаю, что у меня в ноябре будут деньги. Если я в октябре решу не работать, я могу сказать, отдохну в октябре. Я знаю, что в ноябре, ну, деньги будут, но чуть-чуть меньше будут, да. А потом, если я скажу, давай, я устала, все, не буду работать, через полгода у меня вообще все развалится. Шума Куре, действуйте, у вас должна быть своя мотивация, никого не слушайте, слушайте только вашего наставника, не игнорируйте вашего наставника. Мы порой пишем людям, пожалуйста, и то нам не отвечают, как будто одолжение делают, но так не бывает. Только ваши личные решения, только ваша ответственность. И тогда у вас бизнес вырастет очень круто. Инструменты для всех одинаковые, продукт, все есть. Рахатмендер, балдейте, ходите на события, ходите на клиентские дни. После Лиги экспертов с Алевтиной Зубахиной я всем хожу, рассказываю про лактоферу, про метабиотик, там давай очищай кишечник, там давай софт 45. Знаете, экспертом становимся. Все события нужны. Мы должны становиться профессионалами, чтобы в один момент вот так с уверенностью рассказывать другим в зумах, зарабатывать деньги. Вот, Шул, ходите на события и действуйте. Вообще никого не слушайте, просто вот сами с собой научитесь работать в первую очередь. Все получится. Не только в НЛ, по сути, в жизни вы станете бойцом и всегда выйдете победителем. Вот это 100%. Была какая-то тема. Рахмет. И давайте подытожим наш зум. Здесь вот Саниапа Шарапова сидит передо мной. Прямо-таки перед глазами моими обнулилась, как будто бы, да. Обнулилась это не в том плане, что все забыла или что-то не понравилось. Если после каждого события у вас появляется в душе вот такое состояние, да, какая-то борьба, какое-то вот чувство, да, что вы недовольны собой, это нормально, это хорошо. Значит, процесс пошел. Поэтому вот этому чувству нужно радоваться. А если все равно, потому что нужно начать задумываться. Значит, что-то идет не так. Итак, октябрь месяц мы начинаем купеческим законом. Напишите, пожалуйста, себе. То есть, если мы один раз начнем делать все по системе, привыкнем к этой системе, и, соответственно, наша команда, наши партнеры будут дублицировать нас, и, соответственно, у всех будут большие личные объемы, и тем самым личный объем в первую очередь очень сильно влияет на наши вознаграждения. До 5 числа у нас купеческий закон действует, это 70 PV, но мы, партнеры, которые уже до этого много лет развиваемся, делаем это уже в первых числах. И в этом месяце, как мы уже договорились, Луиза тоже подытожила, да, можно сделать купеческий закон уже со 100 PV начать, то есть к 10 числу примерно, если до 5 числа мы делаем 100 PV, к 10 числу мы это уже можем приумножить до 200 PV. И вы представляете, если каждый десяток даже мы будем по 100 PV только добавлять, это уже к концу месяца у нас нормальный такой личный объем получится. Но все начинается с купеческого закона. Дальше. Планируем квалификацию на форум, выходим с наставниками на связь, не стесняемся. Квалификация вас искать не будет. Мы сами планируем свой бизнес. Наш бизнес поддается планированию. Это обычные цифры, это ваш давлайн, и это просто наши какие-то доработки, и квалификация будет в кармане. И чтобы усилить нашу квалификацию, обязательно используем промо от нашей компании. Это денежное вознаграждение, и это действует на октябрь месяц. Как Луиза Апа сказала, 100 PV делаем сами, 100 PV добавляем кого-то, регистрируем, и, пожалуйста, сразу 2 номера получаем. Я не знаю, Луиза Апа сказала или нет, вроде, если я правильно поняла, вот эти стартовые наборы тоже считаются. То есть стартовый набор плюс 30 PV
И все, человек тоже будет участвовать в промо. Вот будет участвовать в розыгрыше от компании. Дальше, как Милюша сказала, посещать клиентские дни, понимать, что каждое событие это для нас организуется для поднятия товарооборота. Вот завтра, если в Корстон позвать, вот посчитайте, минимум 10 человек, и эти 10 человек купят хотя бы по одному биодрону или возьмут себе серию, линейку Белавто, корейской косметики, у вас не то, что там купеческий закон, вы даже квалификацию в первый же день сможете закрыть. Но это нужно сделать, чтобы закрыть квалификацию и чтобы выиграть какие-то денежные вознаграждения от компании, в первую очередь хотя бы нужно участвовать. Многие из нас ждут удачу, говорят, ну, я, наверное, не выиграю, я, наверное, я по жизни неудачник. Кто вам такое сказал? Если не попробуешь участвовать, вообще ничего не узнаешь, да? Кстати говоря, это мой такой тоже опыт. Я тоже думала, что я неудачница, и от компании в промо я выиграла 30 тысяч в том году. Все работает, короче говоря. И самая главная рекомендация: никогда не ставьте себя в позицию впихивающего продукт или бизнес. С гордостью себе нужно отмечать, что вы улучшаете качество жизни, что вы даете человеку эту возможность и гордиться, что вы это можете сделать. Хотя даже хотя бы на Курасах, это был big sawap. Если вы можете дать человеку возможность, это сауап со стороны ислама. И, так скажем, заключительная такая фраза от меня. Наша компания Enel – это огромная махина, это машина. Кто-то тащит эту машину спереди, кто-то толкает эту машину сзади, а самые умные садятся за руль этой машины и регулируют свои действия сами. Поэтому я вам желаю стать именно такими партнерами, которые сами будут организовывать свой бизнес и сами будут руководить этим процессом. С наилучшими пожеланиями, ваша Айгуль Зиянгирова и наш весь лидерский состав. Всем удачного октября!